решение получил в начале этого года. Было принято решение Сыктывкарским городским судом о ликвидации организации «Рубеж Север». Причем эта организация, она огромнейшая была по меркам даже Республики Коми, не только даже Республики Коми, но как бы и даже, можно сказать, федерального уровня. То есть в ней находилось, значит, около несколько сотен активных членов, очень много было сторонников этой организации. Организация занималась и благотворительностью, и всевозможными социальными, экологическими акциями, то есть против наркотиков, которые были направлены, против алкоголя. То есть мы боролись за здоровый образ жизни, за традиционные семейные ценности. То есть мы, скажем так, организация была очень передовая. Вот. И сейчас это очень хороший знак и показатель для всех людей, которые готовы прийти, к примеру, там, к избирательным участкам и голосовать за ту власть, которая сейчас у нас и существует. То есть посмотрите, с одной стороны, власть вроде говорит о том, что значит, давайте там создавать гражданское общество, какие-то форумы начинают проводить, общественную палату нам показывают постоянно, что они там что-то надувают щеки, что-то заседают, говорят о чем-то и так далее. Создаются молодежные парламенты, да, которые, скажем, как такой симулятор получается основному парламенту, да. А с другой стороны, власть берет и закрывает такие организации, как наши. То есть это вот показатель того, как именно правительство относится к гражданскому обществу. То есть оно вытирает ноги, по сути. Ну, вот сейчас я вынужден сам лично организацию, которую создал со своими соратниками, сам лично я обязан сейчас ее закрыть. И вот это первый шаг, мы получили решение. Все, то есть, и я вот с завтрашнего дня начинаю ее ликвидировать. Я пытался возражать, я просил, чтобы меня привезли на суд, когда было закрытие организации. Я говорил, что у меня есть очень много доводов того, что нельзя закрывать Рубеж Север. Но, тем не менее, меня никуда не возили, меня даже никто не спросил моего мнения вообще абсолютно. Конечно, меня очень часто сейчас пытаются обвинить в том, что, значит, я там, значит, кого-то там заманил в организацию, потом нас всех посадили из-за меня и так далее, то я вот виноват. Да? Ну, вот что поделаешь, да? Есть такие люди. Но если бы я не сел, знаете, как часто бывает, человек позвался, сам где-то отмолчался, в тенечке отсидел там в уголку, там что-то произошло, да, какая-то там, допустим, там какая-то бойня, да, грубо говоря, а он остался в стороне. Всех посадили, кого-то убили, а он чистенький, довольный. Нет. Если бы это было такое, да, другое дело. Но я сел со всеми. Я также сидел в той же тюрьме, ту же баланду ел, на тех же шкомках спал. То есть, поэтому какие претензии могут сейчас быть ко мне? То есть, я политический заключенный, я себя считаю, был политическим заключенным. Я сел не из-за того, что мы там кого-то ловили, кого-то там, не знаю, ребята поили мочой, а это я все выкладывал там, на сайт Рубеж Севера, или, допустим, там что-то организовал, к примеру, да, то есть, как бы, меня посадили совсем за другое, за мою политическую борьбу. Были наказаны, по сути, за свою деятельность, да? Вы намерены остаться в этой сфере? В сфере общественно-политической борьбы, так ее назовем. Понятно, что все изменилось, сейчас уже не та ситуация, что как вот мы раньше делали, методы борьбы, инструментарий, нужно все менять, соответственно, с учетом нынешних реалий. Страшно? Нет, абсолютно нет. Нужно бояться тем, с кем мы будем бороться. Вот им надо бояться.